Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Güngünden programısının hem don götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Cumhuriyet aktivisti Andrei Şevil. Zaman hayır olsun Andrei size. Hem de çok sağ olun. Hani bulduğunuz vakit geldiniz bugün katılırsınız Gagauzya Güngünden programısına. Nerede laf edeceğiz? Gelen yerli seçimlerin ikinci turu için hangisi geçecek önümüzde Kasım ayın 19'unda pazar gününde. Zaman hayır olsun size de. Çok sağ olun hani beni teklif ettik. Bana ben pek şenim hani bugün geldim size da varınca laf edeyim seçimler için. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız. Bu stüdyoda kalın bizimle. Andrei nice biliriz, nice tarihler birleşik söyledim. Hani gelen pazar gününde Kasım ayının 19'unda Moldova devletinde bu sırada Gagauzya'da da yerli seçimlerin ikinci turu geçecek. İkinci tur 11 yaşamak yerinde avtonomiyada geçecek. Yeniden yerli seçimler avtonomiyanın 2 yaşamak yerinde kırılanlar hem Ruskaya Kisile köylerinde geçirilecek. O üzere hani onların kandidatlarını çıkardılar seçimlerden. İnsanlar lazım olacakları bu köylerden asayçılara ayırsınlar. Söylesiniz niye kadar önemli çıkma seçimlere? На самом деле выходить на выборы это всегда важно, потому что получается парадокс, если мы не ходим на выборы, то есть мы ничего не ждем от этой власти, но когда эта власть приходит на свои должности, да, эти примары, советники, потом мы от них почему-то что-то требуем. То есть раз ты не выходил на выборы, то и требовать почему-то ты ничего не должен, и ждать от них ничего не должен, и помощь ты от них получать тоже не должен в таком случае. Поэтому, чтобы не было такого парадокса, очень важно выходить на выборы. Это одна причина. И вторая причина, если ты не выходишь на выборы, то ты, возможно, даешь шанс пройти некомпетентному кандидату, потому что ты мог, возможно, своим голосом выбрать более профессионального кандидата, да, но мы своими бездействиями, своей пассивностью иногда часто даже даем возможность пройти, как я уже сказал, некомпетентным кандидатам, при которых потом города и села не развиваются. İsterim söylemeye bizim seyircilere, hani bugünkü bizim misafirimiz Andrei laf edecek Rus dilinde çünkü ister hepsi anlasınlar ne o söyler. Getirici saklarınıza hani Moldova devletinde Kasım ayının 5'inde yerli seçimlerin ilk turu geçti. Gagauzya Merkez Seçim Komisyası ilk çıkışlarını belli etti. Avtonomiyada yerli seçimlere 41% yaşayan çıktı. 26 yaşamak yerlerinden 13'ünde primarları ilk turda ayırdılar. Ne söyleyeceğiniz bu çıkışlar için, yerli seçimlerin ilk turu için? На самом деле мы должны понимать, что в некоторых селах из-за определенных политических событий, которые были в пятницу, то есть там определенных кандидатов, определенные партии сняли с выборов, из этого картина очень сильно поменялась, то есть где-то был бойкот выборам, где-то кандидаты в примары, как было в одном из населенных пунктов, препятствовали выходу людей на избирательные участки, поэтому где-то, к сожалению, выборы не состоялись. Но, на мой взгляд, это неправильно, потому что мы же понимаем, что каждый выбор – это трата бюджетных средств. То есть зачем делать так, чтобы были организованы еще одни выборы, чтобы потратились еще раз бюджетные средства ради удовлетворения своих каких-то личных интересов или ради своих каких-то личных обид, что вот знаете, раз меня сняли, то и другим не дадим. Поэтому, на мой взгляд, это дико, то, что творилось в некоторых населенных пунктах, и это неправильно. Но я рад, что в большинстве населенных пунктов в Гагаузии все-таки были выбраны руководители населенных пунктов, это и примары, это и советники. То есть это говорит о том, что где-то эти лица пользуются большим авторитетом. Вот особенно рад, к примеру, за село Тамай, где вот молодой кандидат победил с первого тура. Это очень хороший показатель. В Кангачуке тоже молодой кандидат победил с первого тура. Это большой показатель того, что сегодня молодежь в Гагаузии побеждает на выборах. Это означает, что молодежь начинает доверять. Gagauziyada tabirse nişanlayacağım hani 26 yaşamak punktundan 13'ü
ilk turda da ayırdı primarları. Yeni seçimler kodeksine göre primar görevine var nasıl gitsinler gençler Anglağı tamamladılar 23 yaşını. Andrei Incebileriz tayları 25 yaşından yukarıydı. Söyleseniz ne kadar önemli gençler avtonomiyanın yaşamak yerlerin kuvvetlerinde olsunlar, işi götürsünler sizin bakışınıza göre. Çünkü Dilber programı bu stüdyoda yazdık. Var insanlar Anglağı söylerler 23 yaş bu pek azmış. Sadece bitirermişler okulu hem de yüksek okulu söyleyeceğiz gençler Anglarında yokmuş becermekler, yok opıt, yok praktika. Siz genç olarak söylesiniz. Var mı önce 23 yaşında ayırma genç olanları söyleyeceğiz köyün mü kasabanın mı çorbacılık işine Angları götürebilecekler gelen 4 yıl işi o yaşamak yerinde nerede onları ayıracaklar? Ну, что касается того, что примаров можно избирать с 23 лет, как бы изменили закон, да, тут медаль с двумя сторонами. С одной стороны, конечно, 23 года, это получается молодой человек, он только-только закончил университет, и год, может быть, учится на магистратуре, работает. Где-то, может быть, и рано, но если мы говорим о небольших населенных пунктах, то я думаю, что молодой человек, который действительно много вкладывал в себя все эти годы, он имеет уже даже, может быть, до этого какой-то опыт, имеет хорошее положительное видение, имеет сильную команду, я думаю, он справится. То есть, если мы говорим о крупных населенных пунктах, как Камрат, там, Чедрлунга, да, города, там, возможно, сложнее справиться парню, которому там 23 года. Вот даже мне сейчас 27 лет, если бы мне, допустим, доверили вот на данный момент быть бы мэром Камрата, то сложно было бы, конечно, потому что нет и до этого какого-то опыта, и нужно еще накапливать этот опыт, чтобы в итоге прийти. Но вот мы видим случай, опять же, в Тамае, да, парень победил, ему 24 года, то есть он на год старше. Я знаю как бы этого парня лично, я верю, что он справится, он сможет. Вот, поэтому все зависит от самого молодого человека. Иногда не возраст играет роль, а его профессиональные навыки и компетенции. То есть мы видим часто, что баллотируются иногда довольно вроде взрослые люди, которые вроде с жизненным опытом, да, но они в итоге не приносят какой-то пользы. Когда в Дизгинже в первый раз победил примар, который сейчас второй раз тоже выиграл, он тоже был достаточно молодой, то есть ему было, по-моему, на тот момент 24 года или 25 лет. Но мы видим, что он в итоге за 4 года, на мой взгляд, он сделал достаточно много положительных изменений в селе. Поэтому сегодня наши люди должны научиться где-то и доверять молодежи. То есть не смотреть свысока, не считать, что они где-то там глупее, зеленее, где-то довериться. Может, не в примары, но там хотя бы в советники. Sağ olun. Kime lazım insan ayırsın, ne soy lazım primarlar hem nasahatçılar olsunlar. Çünkü siz de yerli seçimlerin ilk turuna nasahatçı görevine katıldınız. Yetişmedi 58 geçmediniz. Söylesiniz neden ilk lazım çeketsinler kendi işini primarlar hem de nasahatçılar sizin bakışınıza göre? Да, я тоже участвовал в этих выборах. Не хватило, как вы сказали, 50 голосов, но, наверное, хотелось бы поблагодарить всех людей, которые за меня проголосовали, поддержали. Для меня это был хороший опыт и хороший показатель. Что касается личных качеств советников и примаров, из чего они должны начинать, ну, во-первых, у них должна быть четкая программа. Потому что для меня кандидат, который идет без программы, сложно ему довериться. И такие, к сожалению, у нас многие проходят. То есть люди не спрашивают программу, а смотрят, кто он там тебе, сосед, родственник, друг и так далее. Это неправильный подход. И пока у нас люди будут продолжать выбирать по такому принципу, это неправильно. То есть у кандидата должна быть четкая программа и видение, чтобы я, как избиратель, понимал, что он в перспективе хотя бы планирует сделать, да. Во-вторых, это личностные качества человека, то есть отсутствие у него какого-то отрицательного бэкграунда, то есть не участие его до этого в каких-то конфликтных ситуациях, потому что если мы знаем, что человек до этого очень много раз с ним были связаны какие-то отрицательные, негативные события, как мы его можем выбирать? То есть он себя уже много раз зарекомендовал с плохой стороны. И самое главное, если этот кандидат уже баллотировался,
то в первую очередь люди должны требовать отчета, а что он сделал до этого за 4 года. У нас вот многие советники в Камрате, да, баллотировались по 2-му, по 3-му, некоторые даже по 4-му кругу. Я удивляюсь, что люди у них не спрашивают, а что вы до этого сделали, вот будучи в муниципальном совете даже 4 года. За 4 года можно на самом деле очень многое сделать, если ты действительно активно работаешь даже как советник. И уж тем более как примар. Поэтому, ну, кандидаты в примары у нас в Камрате как бы подробно отчитывались, вот советников были проблемы с этим. Поэтому должна быть какая-то отчетность, показать, что было сделано, что не было сделано, что планируется быть сделано. И тогда в этом плане все будет четко. И кандидаты, наверное, меньше должны уделять внимание конфликту друг с другом. То есть то, что мы сегодня вот видим в Камрате, да, избирательной кампании, как два кандидата между собой конфликтуют и соревнуются не в том, у кого лучше программа, а в том, кто больше друг друга как бы выдаст негативные факты друг о друге, да, то есть не этим сегодня нужно заниматься, не очернением своего контркандидата, а работа над собой, работа над своей программой, чтобы люди тебя выбрали. Вот, и, на мой взгляд, так. Andrei, yerim siz geçiydiniz saatçi görevine söyleseniz kendi işinizi neden siz çekileceydiniz? На самом деле, если бы я прошел, то я думаю, в первую очередь, у меня была на самом деле четкая программа, я ее старался представить и презентовать избирателям. Как я сказал, моими приоритетами это были молодежь и урбанистика. То есть это два сектора, которые сегодня очень сильно страдают в городе Камрат. Понятно, есть какие-то определенные направления, они очень хорошо развиваются, как, например, инфраструктура, да. Но мы должны понимать, что наш город это не только там дороги, тротуары или канализация, да. Наш город это много разных направлений, и он должен развиваться равномерно. Вот. Поэтому я в своей предвыборной кампании постарался обратить внимание на те аспекты, где город именно страдает. Это молодежь, молодежная политика и грамотная урбанистика. Поэтому даже сегодня я на днях сделал обращение в социальных сетях обоим кандидатам в примары, чтобы касательно молодежной политики они обратили внимание. Потому что мы чуть позже об этом говорим, да, почему вот молодежь не выходит на выборы, потому что отсутствует у кандидатов какая-то конкретная программа для развития этого сектора. Söyleseniz niye not alırsınız bugünkü günler автономиянın, primarların, hem насадчыларын işlerini? Ну, я скажу так. Я в первую очередь люблю, наверное, больше хвалить, а потом уже критиковать. Потому что чем больше будет позитива, ну, такого реалистичного позитива, тем лучше будет сама атмосфера. За 8 лет, я считаю, много чего было сделано. Это глупо отрицать, но, знаете, я не за то, чтобы говорить, что вот за эти 8 лет что-то было сделано, а до этого ничего не было сделано. Andrei, ben sorayım bütünden автономиянın yaşamak yerlerinde. Değil mahsus bir söyleyeceğiz kasaba için, olsa köy için. Ну, я скажу, что каждый примар, конечно, работал по-разному в своих населенных пунктах, но где-то мы видим очень хорошую работу, очень хорошую динамику. И особенно, когда примары, они не просто делают, но они умеют правильно презентовать свою работу в тех же социальных сетях, это на самом деле очень хороший инструмент. То есть мы видим, что, да, вот там примар там, такого-то города, например, он очень активно работает, да. Вот, поэтому в общем и в целом я хочу сказать, что есть примары, которые очень хорошо отработали эти 4 года и советники. А есть примары, к которым есть вопросы на самом деле, потому что даже общаясь с простыми людьми, простые люди это, знаете, самый хороший показатель и marker того, как работал человек. Hepsi mi kandidatlar sizin bakışınıza göre kendi adamaklarını aslaya çıkarırlar seçimlerden sonra? Zira nice praktika gösterdi hem de gösterir, hepsi adamaklar aslaya çıkmırlar. Да, вы правы, не все обещания сдерживаются после выборов, к сожалению, и в этом где-то проблема избирателя, потому что он не требует. То есть, как-то, знаете, вот выиграл примар, такая вот у всех эйфория, радость, и потом как-то забывается, он начинает работать своим курсом. Но я вообще рекомендую всем людям сохранять предвыборные программы кандидатов и потом через какое-то определенное время, через год, 2, 3, потребовать какого-то отчета, какой-то отчетности. Вот поэтому важно не только примарам, но и советникам проводить отчет через каждый год. Я-то лично планировал свои предвыборной кампании и считаю, что каждый советник должен показывать, насколько он
оправдал доверие людей. Потому что сегодня доверие людей – это самый ценный ресурс, это самый важный, самый дорогой ресурс, который, им nельзя zloupotreблять. Söylediğiniz atçot yapılmış işe siz ne istediğinizi söylemeye bir yıldan sonra mı ya da 4 yıldan sonra mı yapsınlar bu çıkışları? Я считаю, что каждый советник и каждый мэр после каждого года работы должен делать отчет. Объясняю почему. Потому что за 4 года, если мы делаем отчет, то складывается, знаете, ощущение такой масштабности. То есть очень много чего было сделано. Но когда мы делим по годам, люди видят. Потому что, допустим, вдруг он в предвыборный год очень активно включился, взял, допустим, много-много кредитов, построил, допустим, огромное количество, реализовал проектов, и в общем в отчете кажется, что много было сделано. Но люди должны видеть именно в разрезе по годам, сколько, допустим, было сделано в 15, 16, 17, 18 году, условно, да, и тогда людям понятна и динамика того, как растет. И у Примары есть возможность объяснить, что вот вы знаете, в этом году было мало сделано, потому что были такие-то обстоятельства. То есть так гораздо объективнее выглядит ситуация. Ama yerli yapan Marslılar adalmış kendi işlerini, anglarına, seçimlere karşı söylediler, insanlara açan buluştular onlar. Ne lazım olsun bu üzere? Я считаю, что люди должны активнее высказываться. У нас, знаете, к сожалению, те примары, которые уже занимали должность и которые баллотируются там еще на какой-то срок, они очень не любят, когда их критикуют. Но сегодня любой кандидат в примары, если он был примаром, то он должен быть готов к критике, потому что не критикуют только те, кто до этого ничего не делал. И он должен быть готов к тому, что в его работе где-то были пробелы, где-то были недочеты. И самое главное, он должен адекватно и правильно воспринимать эту критику, а не начинать вступать в споры с каждым человеком, что-то ему пытаться доказывать и так далее, что мы видим, к сожалению, иногда сегодня, да, что некоторые кандидаты прям грызутся с каждым, кто их критикует. То есть надо уметь спокойно воспринимать критику и доказывать на деле, а не на словах, что ты действительно чего-то стоишь. Вот. Tamam, geleceğe soruşum bağlı bununla. Sizin bakışınıza göre kime insan lazım inansın? Güzel laflara mı? Gazetelerin hem broşuraların yazılarına mı? Hem resimlerine mi? Ya da yapılmış işlere? Видите, легко сказать на самом деле, что чтобы люди верили уже сделанным делам, но тут есть опять же другая сторона. Мы понимаем, что есть кандидаты, которые до этого не были у власти. И понятно, что их, то, что они сделали до этого, это, возможно, меньше, чем то, что сделал человек, который уже был действующим советником или примаром. Вот даже на выборах мы видели, да, такую ситуацию, что советники, которые уже были до этого советниками, им гораздо легче набирать голоса, потому что у них есть уже какая-то база, у них есть уже какой-то багаж дел за спиной, а вот нам, допустим, кандидатам, которые, как мы в первый раз баллотировались, нам сложнее, потому что мы еще где-то себя не проявили в деле. Поэтому тут важно смотреть даже не на то, что он сделал конкретно в этой сфере, а в общем на жизненный путь человека. Потом очень важно изучить биографию кандидата, то есть кто он был до этого, чем он занимался до этого. Возможно, он не был до этого никогда советником, но он был до этого хорошим педагогом, допустим, или работал в какой-то другой сфере профессионально. Возможно, он проявлял себя в общественной деятельности, возможно, он уже реализовывал гражданские инициативы. Но насчет слов, знаете, многие люди говорят, конечно, что меньше слов, больше дела, но я считаю, что то, как говорит кандидат, насколько грамотно поставлена его речь, это тоже важно, потому что он потом будет лицом нашего города, он потом будет лицом нашего населенного пункта, он потом будет лицом нашего региона. И для меня лично важно, чтобы за наше лицо не было стыдно, чтобы он говорил и умел связать, как говорится, элементарно два слова вместе, излагать грамотно и ясно свои мысли, потому что это все равно создает более приятное впечатление, чем кандидат, который, знаете, у него проблемы с речью, не умеет он грамотно разговаривать, это где-то вызывает стыд у людей. Sayırsınız mı siz insanlar çıkıp seçimlere yaparlar kendi borcunu Moldova devletine söyleyeceğiz yönünde? Да, конечно, когда люди выходят, не зря это называется исполнение гражданского долга. То есть вот мой долг сегодня это пойти и нанять на работу людей, которые будут работать на 4 года. Ведь получается, если этот долг не выполню,
то и потом некому будет выполнять эту работу. Вот как произошло в нескольких населенных пунктах Гагаузии. Да? Там люди не вышли на выборы в результате определенных событий, действий, бойкотов. И вот сложилась сложная ситуация. То есть еще раз нужны выборы, но там нету в некоторых селах даже кандидатов, потому что их сняли, они были единственные. И там должны будут организованы третьи выборы. То есть, видите, это все влечет за собой колесо таких нехороших последствий. Поэтому сегодня люди, которые не выходят на выборы, они делают больше вреда, чем те люди, которые делают какой-то неправильный выбор. Andrei nice pratika gösterdi, hem gösterir tazide seçimlere katılırla büyük yaşta insanlar, pensiyonerler söylesiniz ne lazım yapılsın ki gençler de aktif katılsınlar her bir seçime. На самом деле по этой теме много что имею сказать, но выскажусь кратко. Во-первых, давайте посмотрим на предвыборные программы кандидатов. Они в основном все нацелены на взрослое поколение, на пенсионеров. То есть продуктовые пакеты пенсионерам, обещание пенсии для пенсионеров, все пенсионерам. У кого из нынешних кандидатов есть хороший, продуктивный, объективный блок по молодежной политике? Очень мало у кого отсутствует на самом деле. А потом эти же кандидаты говорят, а вот молодежь не выходит на выборы. А что вы сделали конкретно, чтобы заинтересовать эту молодежь, кроме того, что вы их там привлекли раздавать свои газеты, дали пару копеек и все, вы потом свободны, вы нам больше не нужны. То есть сегодня у кандидатов я вижу такую ситуацию, что отсутствует программа по молодежи, блок по молодежи, потом молодежь не заинтересована выходить голосовать за кого-то, кто для них ничего и не собирается делать. Именно поэтому то обращение, о котором я говорил чуть выше, я его направил двум нашим кандидатам в Камрате, чтобы они немножко, возможно, последний шанс дать, чтобы они выступили с какой-то программой для молодежи, чтобы показали, что они хотя бы на словах хотят что-то сделать, и тогда молодежь, возможно, заинтересуется. Потому что у нас с этим каждый год проблемы на выборах, и молодежной политике уделяется очень мало времени. И потом, после выборов, у нас существует ряд проблем, когда построили там несколько спортивных площадок, профинансировали там какие-то танцевальные кружки, и все, они это называют поддержкой молодежи. Но не только это. У нас не все люди спортсмены, не все люди танцуют в каких-то народных ансамблях. То есть есть целый спектр. И что мне больше всего не нравится, то, что часто у них такая позиция, вы придите со своими предложениями, мы выслушаем и поддержим. Не такая должна быть позиция. А они тоже должны быть со своей стороны заинтересованы, что давайте придемте к нам, давайте вместе что-то делать. Потому что очень легко сегодня занять такую, знаете, позицию. Вы предложите, нам, если понравится, мы одобрим. То есть с их стороны мы сегодня, к сожалению, от местных органов власти не видим заинтересованности в развитии молодежной политики. Она должна быть. Потому что если бы она была, у них был бы и бюджет на молодежные мероприятия, и специалист при мэриях по работе с молодежью. Сегодня этого нету. А потом они заявляют, что молодежь у нас в приоритете. Это должно отразиться как минимум на программе. Тогда и молодежь будет выходить на выборы. Faydalı hemsler iş gitsin diyene her bir yaşamak yerinde pek önemli ki hepsi kuvvetler diyeceğiz primar, nasihatçı, deputat beraber çalışsınlar da sadece o zaman köy mü, kasaba mı var nasıl ilerlesin. Nice praktika gösterir her yerde uyumur bu işi yapma. Sizin bakışınıza göre sanki ne sebep buna hani uyumur bu üç kuvvet beraber çalışsınlar. Массу söyleyeceğiz bizim de Гагаузияның yaşamak yerlerinde. К сожалению, мы такую ситуацию видим во многих населенных пунктах Гагаузии. Эта картина удручает, когда депутаты, примары и советники не работают друг с другом. Я хочу сказать, что тут чаще всего лежит, во-первых, политический контекст, когда избираются руководящие должности от разных партий. И, во-вторых, неумение людей абстрагироваться от политических своих партий и работать все вместе на благо города. Да? То есть мы не будем голосовать за предложение примара, потому что мы от другой партии. Или мы не будем поддерживать там того депутата. И это, к сожалению, мы видим, что такие ситуации, они идут часто во вред развитию населенного пункта. Поэтому тут всему виной личные амбиции людей и неумение их переступить через свою политическую гордость и работать все вместе. То есть он даже
руку ему жать не хочет, да, то есть о чем мы говорим о какой-то дальнейшем сотрудничестве. И эта ситуация, к сожалению, очень неправильно. Я лично, когда баллотировался, я сразу сказал, что я готов работать с любым примаром, кто выиграет, с любым советником, кто выиграет. Неважно там, от какой он партии, от какой он независимый, зависимый, от кого он был до этого зависимый. Если предложение во благо города, я готов работать с любым. Если предложение против, то я не готов работать даже со своим лучшим другом. Sizin bakışınıza göre seçim gününde ne lazım yapılsın ki seçim bürolarına insanları getirmesinler, maşinalarla satın almasınlar, parayla, yemek mallarıyla imzalarını telefona çıkarmasınlar. Yerli seçimlerde kuvvetler kararladılar seçim gününde gözetme cümle transportunu getirmesinler diye insanları seçim bürolarına. Sizin bakışınıza göre yakıştı mı bunu yapma yerli seçimlerin ilk turunda, hem yakışacak mı, uyacak mı bunu yapma, kontrol etme seçimlerin ikinci turunda? На самом деле эта проблема, она стара как мир, то есть подвоз людей на выборы, подкуп и так далее. Я лично столкнулся с ситуацией, когда к моим избирателям, моим друзьям подходили и предлагали 300 леев за голос мои конкуренты, тоже кандидаты в советники. Тут на самом деле, во-первых, многое зависит от добросовестности самих людей, потому что у них, знаете, всегда есть выбор: взять сегодня эти 300 леев и прожить сегодняшним днем, или сделать выбор в пользу развития города на 4 года, или сделать выбор в пользу человека, который твой знакомый, может, он не такой профессионал, но он же твой знакомый, лучше за него проголосуй, чтобы был свой человек в совете. То есть он думает о своих интересах, но не об интересах развития города, да. Поэтому... Я говорю, тут уже многое зависит от самих людей. Сколько бы мы не контролировали, сколько бы мы не пытались вводить какие-то меры, это было всегда и будет всегда, пока у нашего населения в Гагаузии не поменяется менталитет. Но, я скажу, мы видим положительную динамику того, что молодежь, сколько бы их ни ругали, их гораздо сложнее купить. Это, взрослые люди, да, пенсионеры, они ведутся, потому что, сложная жизнь, да, где-то сложные социальные условия, и они думают, вот сегодня мне тут дают на месте здесь сейчас. То есть мы такие ситуации видели и до этого на выборах, да, и сейчас, поэтому... Тут уже очень многое зависит от самих людей, но если граждане видят такие нарушения, я считаю, что не нужно бояться говорить об этом, потому что очень многое говорится в кулуарах. Я узнаю потом, да, что оказывается там был... А почему вы об этом не сказали? Почему не написали заявление в полицию? Почему не заявили об этом в социальных сетях? Потому что мы видим о том, что где было много заявлений, да, вот, например, как в одном из заселенных пунктах, там вообще открыли уголовное дело, потому что были открытые нарушения. Поэтому сегодня гражданам просто не нужно бояться молчать. Вот и все. Andrei saklamayacağız. Hani insanlar kaybettiler çoğu umudu. Seçimlere varangıları gelmediler. İsterim bir danışasınız onlara. Hani katılsınlar gelen pazar gününde Kasım ayının 19'unda yerli seçimlerin ikinci turuna. Да, хотелось бы обратиться к жителям нашей автономии, нашего региона Гагаузии, к жителям города Камрад. Друзья, в это воскресенье будет второй тур выборов. Я ни за кого не агитирую голосовать, но я призываю вас выйти на эти выборы, еще раз хорошо изучить предвыборную программу кандидатов, которые баллотируются на мэры, потому что именно от головы, от руководства очень многое зависит. Если вы хотите действительно развития, процветания для вашего города, то в это воскресенье вы должны выйти на выборы и сделать свой выбор. Какой вы его сделаете, это уже зависит только от вас. Но давайте не будем пассивными, а будем действительно активными гражданами. Andrei Tabir'e söyleyeceğim. Çok sağ olun. Hani bulduğunuz vakit geldiniz, katıldınız Gagauzya Gün Günden programına. Yarım saatin içinde açıkladınız kendi bakışınızı gelen yerli seçimlerin ikinci turu için. Anglara Tabir'e söyleyeceğim. Yönümüzde pazar gününde Kasım ayının 19'unda bütün Moldova devletinde bu sırada Gagauzya'da da geçecekler. Спасибо. Saygılı seyircilerim, Gagauzya'da yaşayanlar, Tabir'e isteyim söylemeye, hani bugün bizde stüdyoda bulundu cümle aktivisti Andrei Şevir. Kalın bizimle, kalın GRT kanalında.